Сейчас слышно меня? Не слышно? А, сейчас все слышно, да? Мгм. Да, спасибо большое. Извиняюсь, то, что а, задержался, был на собрании по своим делам там. Всех рад приветствовать. Вот сзади меня флаг сделал я. Флаг, первый флаг нашей Башкирской республики, или по-другому валидовский флаг. Теперь буду на акции, которые здесь проходят, буду с ним выходить. У меня все так же. Прошло второе собеседование у меня. А, Второе собеседование по предоставлению статуса политического убежища. Надеюсь, что в ближайший месяц-два вопрос решится. Ну, надеюсь, что в положительном ключе. Так, теперь по поводу вопросов. Вопросов накидали много. Буду сейчас стараться на них отвечать. Так. Сейчас. Можете здесь тоже задавать какие-то вопросы. Вот первый вопрос. Сразу такой жесткий, серьезный вопрос. Первый серьезный вопрос такой. Здесь, наверное, звук нарубать надо. Так. Вот так. Сейчас слышно хорошо? Угу. Первый вопрос. Руслан, здравствуйте. Если вдруг случится так, что Башкортостан станет независимым государством, какая будет форма правления в республике? Независимость Башкортостана – это мечта. Мечта всех башкирских националистов, мечта вообще любого народа стать независимым, самостоятельным, самодостаточным государством. К сожалению, у нас на сегодняшний промежуток времени очень сложно по поводу получения независимости. И, скорее всего, это, скажем, это наша мечта, это наша цель. Со временем мы, конечно, к ней придем. От этого, я думаю, скрывать это не надо, потому что это нормальная мечта любого нормального народа. Стать независимым, самостоятельным. Но для того, чтобы стать независимым, самостоятельным, надо хотя бы стать полунезависимым, полусамостоятельным, ну или на 3/4 независимым и самостоятельным. То есть мы говорим о конфедерации. Мы хотим создать конфедерацию, в котором наша республика будет сама управлять своей, скажем, внешней и внутренней политикой, своей внутренней экономикой, сама развивать свое государство, свою республику, сама строить свои внешнеполитические, скажем так, налаживать контакты с любыми странами, с кем она хочет. Допустим, нам, башкирам, Башкортостану, как исламской тюркской республике, было бы правильнее налаживать контакты не только с Западом, естественно, с Западом надо устанавливать отношения, потому что это ну, такие демократические центры мировые, Америка, Европа. Но также нам надо и устанавливать контакты с нашими тюркскими братьями, с тюркскими странами, такими как в первую очередь Турция, в первую очередь Казахстан, как самый близкий, самый братский нам народ, ну и остальные страны Средней Азии и тюркские страны. Вот. Но это не говорит о том, что мы должны превратиться в какой-то там Туркменистан, да, то есть где будет хан Туркменбаши, и как бы будет какая-то там среднеазиатская такая вот, такое ханство, да, скажем. Нет, конечно, у нас будет демократическое государство. Почему я говорю по поводу тюркских и мусульман? Все-таки, ну, давайте признаться честно, что 2/3 населения у нас все-таки мусульмане и тюрки. Это татары с башкирами вместе. Вот. Естественно, русским не надо ничего бояться, потому что вот просто взять пример, что на сегодняшний день русские россияне куда бегут в первую очередь? Они бегут в Турцию.
Они бегут в Турцию. И посмотрите, пожалуйста, что Анталия, Алания, в Стамбуле очень много русских. Очень много русских, и они там чувствуют себя прекрасно. И они потому что знают, что там они защищены, никто их там не будет преследовать по национальному признаку, никто их там не будет преследовать по религиозному признаку. Они там прекрасно живут, и поэтому все хорошо. То же самое у нас будет с Республикой Башкортостан. Мы будем строить демократическое государство, где будут соблюдаться все ценности демократические, где будут соблюдаться права граждан, всех граждан, вне зависимости от национальности или вероисповедания. Поэтому русскому населению, так же как и украинцам, и другим народам, и чувашам, марийцам, всем будет у нас жить замечательно. Вот. По поводу независимого государства, как я сказал, что это следующий этап после конфедерации, который, я надеюсь, я уверен, что она произойдет после того, как режим Путина рухнет. Мы, все республики национальные, и в том числе русские республики, которые приобретут статус республик, объединимся в единую конфедерацию и будем совместно строить свою жизнь. Следующий, так, вопрос. Так. Как ты считаешь, после всего конфликта, как относиться к землякам, кто принимал участие, да, в данном конфликте? Очень, да, очень такой острый вопрос, очень серьезный. К сожалению, наши ребята из Республики Башкортостан принимают участие в войне в Украине. То есть они на сегодняшний день являются, ну, честно говоря, они во всем мире считаются агрессорами, такими же агрессорами, оккупантами, которые напали на независимое государство, суверенное государство. Как будем с ними поступать? Я, если честно, не готов пока ответить на этот вопрос. Я не знаю, как будет дальше. Вообще, как я вообще предвижу, что будет? Я так думаю, что будет, скорее всего, после того, как Россия проиграет, точнее не Россия, а Путин проиграет, а он проиграет 100%, либо это в краткосрочной перспективе, либо это в долгосрочной перспективе, но в любом случае он проиграет. Даже если он сейчас выиграет войну с Украиной, это будет первая победа, после которой неминуемо будет его поражение политическое. Так вот, я уверен, что будет такой, скажем, трибунал, что-то типа Нюрнбергского процесса, что-то типа Гаагского трибунала, где будут судить всех преступников. Но тех солдат, которые сейчас воюют по приказу, я думаю, все-таки они, наверное, не будет на них такой ответственности. А вот те, кто едут за деньги туда воевать, вот я знаю, вот у нас последний показывали в новостях башкирских, что отряд там из 100 или 200 человек, по-моему, готовы были ехать в Украину воевать. Вот с теми ребятами, кто едет сами добровольно за деньги туда убивать украинцев, да, с ними, я думаю, их всех ждет наказание. Какое это будет наказание, я пока не готов ответить, не знаю. Это наказывать будем не мы, скорее всего. Это будет, соответственно, какой-то, еще раз говорю, международный трибунал. Вот. А те, кого туда обманом отправили, ну, я думаю, что им будет прощение, скорее всего, да. Но самое главное сейчас надо уяснить, что нельзя туда ехать, ни в коем случае. Нельзя туда ехать ни за какие деньги, ни за какую идею, потому что это не наша война, мы там не должны воевать. Еще раз говорю, что Украина это нормальное государство, никакого нацизма и фашизма там нет. Или, по крайней мере, нацизма там столько же, сколько у нас в России. Нисколько не меньше и не больше, как и в любом другом государстве. И то, как сегодня украинская армия защищается, и сколько людей там присутствует, начиная от грузин, азербайджанцев, чеченцев, да, русских сколько, очень много. Полк Азов практически состоит он из всех русских. Сколько иностранных, да, людей, евреев, сам Зеленский еврей.
То есть это говорит, что это многонациональное государство. Я сейчас, кстати, общаюсь там с башкирами, с мусульманами. Они говорят, что мы себя чувствовали в Украине, когда жили прекрасно. Нас никто не угнетал по национальному, по религиозному признаку. Все было хорошо. Но почему-то вот Путину показалось, что там все плохо, и там русских угнетают. Вот. Так что вот на этот вопрос я надеюсь, что ответил. Так, следующий вопрос. Посмотрите на все, что происходит немного по-иному. Так, нет, это не вопрос. Сейчас, секунду, дальше. Здравствуйте, Руслан. Как я понимаю, программа минимум для вас федерализация, автономия, программа максимум независимость. Как вы представляете себе исполнение поставленных задач с учетом того, что большинство все-таки поддерживает власть? Есть ли план действий в письменном виде для ознакомления и понимания? В письменном виде у нас есть сайт Башнацполит, где все расписано, что мы предлагаем, какой мы проект предлагаем. Там все поэтапно есть. Вот. Как добиться независимости, автономии Иркутской области или Башкортостана, неважно. Как изменить мировоззрение населения, сделать людей нетерпимыми к колониализму и вмешательству государства во все сферы жизни. Правильный вопрос. Для того, чтобы изменить мышление россиян, во-первых, им нужно больше образовываться. Больше образовываться, читать, смотреть информацию, независимую информацию. Не то, что нам льют из экранов телевизора, а именно независимую информацию. Потому что источники независимой информации, они показывают мир в двух картинках. То есть то, что всегда можно сравнить. То, что показывает российское телевидение, и то, что показывает, допустим, независимая информация. Все прекрасно видно, и каждый человек уже делает анализы сам. Знать историю, чтобы знать процессы, как все происходило. Как происходила вообще вот эта вот проблема с Украиной у России. Как все это происходило. Но давайте вспомним, что в 2014 году Россия аннексировала Крым. Это произошло, все это прекрасно знают, и все с этим согласны, что Россия аннексировала Крым. Это было, пусть даже там 90, как они говорят, 5% населения было за то, чтобы соединиться с Россией. Но таким образом референдумы не должны проводиться, как провела его Россия. Должны быть международные стандарты проведены, должны быть честные, прозрачные выборы, референдумы, должны быть привлечены иностранные эксперты. Вот так проводятся референдумы, но не так, как сделала это Россия. Дальше что? Дальше она напала на Донбасс. Правильно? Все знают, что 12 апреля 2014 года отряд Стрелкова-Гиркина вошел в город Славянск. С тех самых пор началось именно вооруженное противостояние. Да, там до этого начали вот эти образовываться Херсонская там, республика, Харьковская, да, республика, там, Донецкая, Луганская. Но это внутренние проблемы. Это внутренние проблемы государства, и государство само должно было решать эти вопросы. Никакое другое государство не имеет права туда вмешиваться. Но после того, как вошел туда отряд Гиркина-Стрелкова, все, началась война. И последствием вот эти 8 лет, как говорят, где вы были 8 лет, когда там стреляли детей Донбасса. На самом деле стреляли детей и Донбасса, и украинцев, которые были по ту сторону фронта. Стреляли и те, и эти. Нельзя такого говорить, что стреляли только с одной стороны. Нет. Стреляли со всех сторон, гибли люди со всех сторон. Но надо признаться, что именно Россия во всем этом виновата. И вот эти 8 лет она не использовала для того, чтобы наладить жизнь тех донбассовцев. Хотя, если честно признаться, то есть, да, что вот эти подконтрольные, независимые, непризнанные вот эти вот республики Луганской и Донецкой, они были под полным контролем Москвы. Что мешало им устроить там жизнь, как, допустим, хотя бы как в Казани, не говоря уж как в Москве, да, чтобы остальные украинцы видели, что Россия заботится об этих людях, то есть, да, что там она построила большие города, там хорошие предприятия, там эти республики процветают.
Если бы было бы действительно так, вся остальная Украина, возможно, давно бы уже как бы, да, поменяла бы свою точку зрения по отношению к России. Нет, так не было. Так не было, и мы видели, что наоборот эти две республики самопровозглашенные деградировали на самом деле. И сейчас, когда их кидают в бой, посмотрите, как их одевают. Им дают обмундирование начала 90-х годов, им дают винтовки Мусина, которые еще при Николае II изобрели. Ну это что, серьезно что ли? Это не серьезно. Вот. Так, за уважаемую Рамилю Ханум Саитову замолвите слово. Рамиля Саитова — это наша первая женщина, башкирская женщина. Вот с начала, скажем так, с начала Третьей Республики Башкирской, которую посадили за свои взгляды, за свои убеждения. Естественно, мы ее всегда поддерживали. Да, у меня были с ней споры, конечно, много споров было. Такая она, любительница была поспорить. Вот. Но она очень много полезного сделала для башкирского национального движения. Мы все признаем ее заслуги. То, что сейчас она страдает за свои взгляды и убеждения, это, естественно, это позор Хабирова. Это позор Хабирова. И я всегда говорю, что вот, в чем Рамиля Саитова не права? В чем? В том, что она задала вопрос по поводу армян. Ну, действительно, давайте спросим, действительно ли, почему, если армяне в огромном количестве понаехали в Республику Башкортостан именно после прихода Хабирова, то этот вопрос надо поднимать, этим вопросом надо задаться. Почему так произошло? Почему так произошло? Если те люди, которые приехали до того, как Хабиров пришел к власти, и, соответственно, его жена Карине, то тогда вопрос отпадает. А если действительно несколько тысяч армян приехало сразу же после того, как Карине Хабирова утвердилась у нас как первая леди, то уже возникают вопросы. И вполне резонный вопрос у Рамиля Саитова: откуда столько армян? Да? То есть, ответьте на этот вопрос, и все. Там ничего такого я не вижу здесь экстремистского в этом вопросе. По поводу крестов. Тоже абсолютно правильный вопрос. К сожалению, у нас вот этот мультикультурализм, который продвигают, да, толерантные отношения, то есть, он и негативно тоже играет роль. Почему? Потому что устанавливают кресты где попало. Установили крест, после того, как уже простоял он допустим, месяц, и уже люди пытаются, когда его после этого снести, уже все. Уже местное русское население православное население уже начинает поднимать шум. Почему вы сносите наши кресты, и вы хотите нас угнетать по конфессиональному признаку, по религиозному признаку и так далее. Уже проблема, уже конфликт возникает. Поэтому должен быть закон, должен быть одинаковый для всех. Все незаконно установленные кресты, все должны быть снесены. Все. Вообще все религиозные культовые объекты, которые были установлены незаконно, они должны быть снесены. Не надо нам тыкать здесь на каждом километре кресты поклонные. У нас здесь, все-таки, еще раз говорю, что у нас исламская республика. Хотя у нас, конечно, светская республика, но в большей части проживает здесь мусульманское население. И их религиозные чувства затрагивать нельзя. И вот эти кресты, которые были установлены незаконно, они должны быть снесены, естественно. И со всеми крестами нужно разобраться, как они появились, откуда они появились. Сперва появляются кресты, потом меняются названия тех населенных, тех мест, где они установлены. Уже гора, допустим, не несет какое-то башкирское название, а уже какое-то другое русское название несет. Поэтому вопросы правильные Рамиля Саитова ставила. И нужно было с ней просто разговаривать, а не сажать ее. Поэтому то, что она сейчас сидит, это, еще раз говорю, это позор Хабирова. Естественно, она будет реабилитирована в будущем. Так. Дальше. Если не ошибаюсь, перед своим арестом Айрат Дильмухаметов критиковал Боу Башкорт. Как вы оцениваете его слова по прошествии времени? Был ли он прав или ошибался?
Да, у нас сперва начнем с того, что Айрата Дильмухаметова мы знакомы очень давно, еще до того, как была организация «Башкорт» была создана. Еще когда во времена Кукбуры мы с ними были, мы его поддерживали. Когда он сидел свой второй срок, мы его поддерживали. Отправляли передачки ему, также родителям, матери помогали. Вот. Когда он освободился после своего второго срока, мы его встретили. Он к нам приходил часто в нашу организацию. Вот. Почему разошлись? Разошлись потому, что, наверное, все-таки Айрат Дильмухаметов, он себя считает лидером, скажем, которого должны слушаться беспрекословно подчиняться. Наша организация «Башкорт», как мы сами говорили Айрату Дильмухаметову, не создана была Айратом Дильмухаметовым. Ее создали мы сами, ребята, между собой сообща. И когда Айрат Дильмухаметов пытался, скажем так, подмять нашу организацию под себя, да, то есть, полностью подчинить себе, нам это не понравилось. На почве этого у нас, скажем так, произошли конфликты. Ему не нравились наши идеи, что мы вот занимаемся общественной деятельностью. Он нас все хотел переключать на политическую деятельность. Но все мы прекрасно видим, что даже нас даже за общественную деятельность запретили, как организацию признали экстремистской, а его за его политическую деятельность посадили, дали 9 лет. Надо понимать, что на сегодня, даже в то время, да, то есть еще несколько лет назад, 3 года назад, да, когда его посадили, 4 года назад, уже тогда нельзя было говорить, точнее, опасно было говорить те слова, которые говорил Айрат Дильмухаметов. Из-за этого его посадили. Если бы мы то же самое делали бы, нас бы точно так же всех пересажали. Мы продолжали заниматься мы занимались общественно-политической деятельностью, поддерживая идеи Айрата Дильмухаметова, но занимались и своей повесткой. У нас тоже были направления различные, да, то есть мы и спорт, и культуру продвигали, и язык. Вот. А ему хотелось, чтобы мы занимались чисто политикой. Вот. Чтобы наша группа ВКонтакте, наша в Фейсбуке группа, что в Телеграме группа, чтобы мы вот именно занимались только политикой. Вот на этой почве у нас произошел конфликт. Был ли он прав или ошибался? Я думаю, что нет, он не был прав. Почему? Потому что время показало, что на сегодняшний момент также ничего не изменилось. Он сидит, организация «Башкорт» запрещена. Я нахожусь в изгнании, но его идеи правильные, я согласен, но его идеи нужно развивать, чтобы те люди, которые развивали эти идеи, они были в безопасности. К сожалению, на сегодняшний день в республике никто не может эти идеи развивать. И даже сторонники Айрата Дильмухаметова, которые входили в его 4-ю республику, они на сегодняшний день ничего не говорят о федерализме, о проекте 4-й республики и так далее и тому подобное. Так что вот, как произошло, так произошло. Но вот видите, что я эмигрировал, я дальше продолжаю проект. Но проект мы изменили, не 4-я республика, это Башкирский национально-политический центр теперь у нас. Этот проект, он в себя взял идеи Айрата Дильмухаметова, развил их и дальше, скажем так, понес. Вот. Но Айрат Дильмухаметов, когда освободится, он в любом случае, он такой же лидер, остается лидером, и он найдет свое призвание, свое место в Республике Башкортостан и в истории башкирского народа. Надеюсь, что ответил на этот вопрос. Так. Следующий вопрос. Кого бы вы хотели видеть главой прекрасного Башкортостана будущего? Если честно, достойного человека. Я не знаю, кто станет будущим президентом. Вообще, если честно, я больше придерживаюсь парламентской республики, парламентской формы правления. Почему? Потому что у нас в Республике Башкортостан, у башкир, скажем так, традиционно привыкли решать вопросы коллективно. Проводились ЕИНы, на которых решались те или иные вопросы. Также у башкиры
были вотчинниками, и в случае продажи земли, да, то есть никто не мог, Тархан, не мог Бий, глава рода, старшина рода, староста рода продать сам землю. Нет, пока каждый мужчина, вотчинник, не поставит свою подпись или печать, земля не могла продаться. Вот это коллективное общее решение, оно, скажем так, у нас в крови сидит. И поэтому я считаю, что в будущем Республика Башкортостан вполне возможно должна стать парламентской. И это будет, наверное, правильнее, если она станет парламентской республикой. Хотя, возможно, впервые, чтобы вот наступил час X, наша республика обрела свою, скажем так, независимость, ну или ту форму правления, о которой мы говорим в конфедерации, да, как она должна двигаться? То есть она должна первое время устояться, должна, все вот эти пертурбации должны пройти, она должна устояться. За это время, вот пока она, вот эти экономические какие-то проблемы, политические проблемы пока утрясутся, кто-то должен управлять этой республикой. Вполне возможно, это будет первые, может быть, 2 срока президентское правление будет. Но только для того, чтобы, еще раз говорю, сформировать нашу республику в новом ее виде, и чтобы она, то есть, пошла дальше, окрепшая была. И потом уже нашу республику делать парламентской. Премьер-министр, президент будет, он, скажем, выполнять функции представительские, а уже решать все вопросы насущные, экономические, политические, внешней политики, внутренней политики, должен быть парламент во главе с премьер-министром, с председателем парламента. Я думаю, это будет правильно. Хотя это все обсуждается. Будем решать все на общем референдуме. Вот. Так что насчет того, кто будет президентом, я не знаю. Я еще раз говорю, что это должен быть достойный человек. Пусть даже это будет русский по национальности, пусть это будет татар по национальности. Если он будет болеть за Республику Башкортостан, если он будет болеть за всех проживающие народы в Республике Башкортостан, если при нем башкиры себя будут чувствовать прекрасно, если будет развиваться язык, культура наша, будет свобода слова, будут демократические институты, то почему нет? Вот. Так. Как вы относитесь к варианту выхода из состава России не отдельных субъектов, а группы субъектов, проект Уральской республики, например? Да, есть такой проект Идель-Урал, допустим, да, они предлагают, допустим, сформировать конфедерацию Идель-Уралских республик, то есть это вот те национальные республики, которые находятся в центре Российской Федерации на сегодняшний день, это то есть Мордовия, Удмуртия, Марий-Эл, Чувашия, Татарстан, Башкортостан, да, вот эти 6 республик, они предлагают из них создать конфедерацию, как бы, и вот жить отдельно. Вполне возможно, для Татарстана это как бы удобно, потому что с восточной стороны у него находится Республика Башкортостан, а с западной стороны у него находится Чувашия. Как-то так у нас на севере, кстати, вышла отличная статья у нас, кто не читал, «Внешнеполитические ориентиры свободного Башкортостана», почитайте, там как раз об этом и говорится. Там говорится о будущей политике Республики Башкортостан, если вот она станет, допустим, да, независимой или, ну, или в составе конфедерации, как она будет осуществлять свои отношения с соседями. Это ближние, там разбито она на 2 подпункта. Первый пункт — это дальнее зарубежье, это как отношения строить с западным миром, с восточным миром, там Китай, Япония, да, с тюркско-мусульманским миром. И ближнее зарубежье, второй пункт, это как строить отношения с прилегающими нашими соседями. То есть это на севере это Пермский край, Свердловская область, на востоке это Челябинская область, на юге это Оренбургская область, на западе это Республика Татарстан. Вот. И по поводу какого-то отдельного проекта, какого-то конфедерации, нам со всеми надо будет строить отношения. У нас со всеми и экономические отношения уже сейчас выстроены, и мы и дальше будем развиваться. Поэтому я не думаю, что нужно отделяться какой-то отдельной Уральской республикой. Должна быть единая большая конфедерация, кто захочет войти в нее, в эту конфедерацию, и уже все вместе строить отношения. Вот.
В случае, если Башкортостан останется в составе Российской Федерации, кого бы вы предпочли видеть президентом? Так, Навального или кого-то другого? Нет, если честно, я к Навальному. Он политик, конечно, высшего масштаба, молодец, очень храбрый, очень смелый. Его поступок, когда он вернулся в Россию, у меня вызвал только уважение, молодец. Вот. Но, к сожалению, он точно так же страдает имперскими какими-то амбициями, я вот заметил со стороны. Ну, например, он не готов решать вопрос по Крыму. Хотя, если бы вот я стал бы президентом, да, Российской Федерации, я бы сразу же вернул Крым обратно. Сразу же вернул бы Крым обратно и еще заключил бы все мирные договора, там, не знаю, на много лет вперед. То есть Россия не должна ни с кем воевать. Абсолютно. К сожалению, Россия это империя, и любой человек, как вот недавно правильно говорил Арестович, что любой человек, который встанет во главе России, в том виде, в котором сейчас она присутствует, он обязательно станет вторым Путиным со временем. Поэтому Россия в том виде, в котором она сейчас существует, она в любом случае будет империей. Поэтому нам нельзя оставлять такую страну, которая рано или поздно станет империей. Это в первую очередь отразится на нас, на башкирах, ну и на всех национальных республиках. Вот. Ходорковский точно так же. Сейчас, кстати, в последнее время он начал говорить больше о федерализме, конечно, но те его заявления, которые были до этого, они тоже не внушали доверия. Он точно так же говорил, что возьмет в руки оружие и пойдет защищать интересы России в Чечне, если она вдруг захочет отсоединиться. Он точно так же говорил, что Крым это не бутерброд, его нельзя, то есть менять туда-обратно. Он точно так же говорил и про, кстати, в последнем своем заявлении на форуме «Свободной России», что если Белоруссия войдет в состав России при Путине, то уже потом, после Путина, она не выйдет. То есть это еще раз говорит, что в людях сидят имперские амбиции. И вот те политики, с которыми я здесь общаюсь, российские политики оппозиционные, которые здесь находятся в Европе, они, к сожалению, мыслят точно так же. Они мыслят как? Они мыслят, что надо Путина уберут, придут к власти они и построят Россию, прекрасную Россию будущего, то есть заменят вывеску, проведут какие-то демократические реформы, гласность, демократия, плюрализм и так далее. И что, кто даст гарантию, что 10 лет, как при Ельцине, пройдет и сменится тот же самый Ходорковский или тот же самый Путин, придет на его место второй Путин. Кто даст гарантию, что такого не произойдет? Никто не даст. Никто не даст. И, скорее всего, это обязательно так и произойдет. Поэтому вот эту вот империю ее нужно деформировать полностью. Она не должна существовать и сохраниться в прежнем виде. Должны быть созданы несколько русских республик. Им точно так же надо дать субъектность. И они в союзе вместе с национальной республикой образуют ту страну, ту конфедерацию, которая будет удобна всем. Сибирская республика, Московская республика, допустим, Уральская республика, Дальневосточная республика, Южная республика, Центральная республика, какая-то Северная республика, допустим, Московская, я как и сказал, Вот. Союз этих республик вместе с национальными республиками будет вот самое монолитное, самое сильное то образование, которые способны жить в будущем. По-другому никак. Никакого общего у сибиряков и у москвичей нету абсолютно. Только у них единый язык, даже культура у многих разная абсолютно. Как москвичи себя ведут, как сибиряки себя ведут. Сибиряки никогда не были в Москве, москвичи никогда не были в Сибири. Что объединяет эти республики? Ничего не объединяет. В будущем именно вот так вот. Так. Вернуть Крым Украине. А крымские татары не имеют права на самоидентификацию и свое государство? Имеют абсолютно право. Но так как Россия именно забрала Крым, его нужно сперва вернуть к Украине. И потом уже крымские татары сами должны решить вопрос по поводу своего права на самоопределение. Предоставит им Украина независимость или не предоставит, я не знаю. Какая будет у них там существовать, какие будут отношения у них между собой, я не знаю этого. Но Россия должна вернуть Крым.
Вот это самый правильный вопрос. Самый правильный ответ, точнее. Так, дальше. Что для вас важнее, интересы башкирского народа или демократические ценности? Очень такой провокационный вопрос. Тут одно от другого неотделимо. Как вот сегодняшняя ситуация в Украине показывает, вот, ну тут со мной здоровается, как в Украине показывает, что есть этнические башкиры, которые топят за Путина, топят за империю, да здравствует Путин, да здравствует Россия и так далее и тому подобное. Вот эти башкиры мне не ближе, чем человек, который не башкир, татарин, он русский или другой национальности человек, который защищает интересы демократические интересы. Вот такой человек мне ближе, чем башкир, который топит за империю, который готов идти с оружием в руках убивать других людей за Путина. Вот этот башкир для меня не ближе. Но надеюсь, что ответил я на этот вопрос. К сожалению, надо признаться, что у нас очень много ватников. Очень много ватников и среди башкирского народа, которые почему-то верят Путину, верят телевизору. Забыли еще, как вчера нас угнетали, как наш язык запретили, да, то есть государственный башкирский язык стал необязательным для изучения, как сокращали наши школы, как сокращали наши классы башкирские, как сокращали наших учителей, как наших башкирских интеллигенцию угнетали, как запрещали наши спектакли, как сажали наших лидеров, как запрещали наши организации. Все забыли. Все, то есть началась война, то есть Россия напала, и они тут побежали. Рейтинг Путина поднялся, правильно пишут. Что в этом прекрасного вообще не вижу. То есть это какой-то дурман. Но я думаю, что я как историк, я всегда провожу аналогию с прошлым. Если брать аналогию с Первой мировой войной, то когда началась Первая мировая война, то же самое было. То же самое, когда началась Первая мировая война, творился ура-патриотизм в Российской империи, проводились митинги в поддержку этой войны, даже Санкт-Петербург переименовали в Петроград, собирали какие-то там сборы денег, помощь солдатам и так далее, там какие-то всякие красные кресты, там ездили, помогали. В общем, проходило такое вот безумие, еще раз говорю, что творилось. Но прошло 4 года войны, и все, и произошла революция. Почему? Потому что экономика рухнула, трупы были практически в каждой семье, убитые на фронте. И это все перевернуло сознание людей. И я уверен, что это сознание людей, и то же самое и у башкир, перевернется. Перевернется, и они осознают, что они были неправы. Вот. Пока, так что ждем. Всего лишь 2 месяца войны, даже 2 месяцев еще нету. Так. Салам, Руслан. Как думаешь, есть ли какой-то предел унижений, в первую очередь в языковой политике, после которого народы могут начать требовать свои права даже в условиях авторитарного государства? К сожалению, я хочу огорчить Буранбая. В той политике, которая сейчас проводится в Российской Федерации, никакого послабления по отношению к языкам не будет. Наоборот, будет только ужесточаться, гайки будут дальше закручиваться, и, скорее всего, следующий шаг будет это ликвидация национальных республик. Вот что нас ждет. Им не нужны национальные республики, им не нужны национальные деятели, которые думают не так, как Путин, не так, как вот эти имперцы все. Так что наступление на языки будет продолжаться, ассимиляция будет продолжаться. Чем дольше эта Российская империя будет существовать, колониальная империя, тем больше будет выжиматься соки из наших республик, тем будет хуже для башкир.
Наша задача именно уничтожить эту империю, скинуть ту власть, которая сейчас сидит, и создать то, что предлагает наш Башкирский национальный политический центр. Также я хотел по поводу следующего такого момента хотел бы прояснить ситуацию. В последнее время некоторые, скажем так, общественники, которые появились на фоне, скажем так, событий на Куштау, которые произошли, да, то есть поймали хайп там на этом Куштау, начали в последнее время критиковать очень сильно меня, очень сильно мой проект, точнее не мой, а наш проект, потому что я не один, конечно, его там, нас несколько человек ведем этот проект. Вот, начали критиковать, скажем, даже оболгали его, то есть извернули, извратили все его содержимое. И одновременно еще на Заки Валиди начались нападки. Так вот, что бы я хотел бы ответить этим людям. Мало того, что они либо по своей глупости не поняли то, что предлагается в Башкирском национальном политическом центре, в нашем проекте, либо они сознательно не хотят это видеть, и просто они раньше скрывались под маской имперцев. То есть, да, то есть они вышли на защиту Куштау, молодцы, я в этом им благодарен, но, к сожалению, это те же самые имперцы, которые сегодня мыслят категориями вот этой имперской политики. Они не хотят, чтобы у Башкортостана было какое-то свое видение, своя внешняя, внутренняя политика, развивалась своя экономика. Они этого не хотят. Они боятся этого. Ими движет страх. Вот этими людьми, которые боятся того, что Республика Башкортостан и другие республики станут независимыми, ими движет страх. Ими движет страх, что вот в будущем им станет хуже. Куда хуже, чем сейчас. Их сейчас глушат. Вот то же самое. Вадим Искандеров, да, я считал его вполне нормальным, адекватным человеком. Но, к сожалению, то, что он поддержал войну, говорит о том, что я ошибался. И ведь мы за него топили, мы за него собирали подписи. И он чуть не стал депутатом Госдумы. Если бы он прошел, представляете, сейчас бы он сидел бы в Госдуме и кричал бы «Ура!», там, да здравствует Путин, да здравствует война. Вот. К сожалению, вот такие люди есть. И вот те же самые остальные, которые сейчас пытаются сделать, еще раз говорю, хайп, то есть что-то говорить обо мне, о нашем проекте. Эти люди недальновидные, недалекие. И еще мало того, что они не просто критикуют, они еще сталинисты. То есть они хотят вернуть коммунизм, хотят вернуть режим Сталина в нашу страну, хотят и одновременно еще приводят аяты Корана и одновременно еще называют себя сталинистами. Да? Какая в голове каша должна быть у человека, чтобы вот одновременно, то есть Сталин, который убил огромное количество мул, запретил религию, посносил мечети, да, и этот человек, то есть, как бы вот у них считается лидером, героем. Еще раз говорю, полная шиза. Так что пусть сами там в своей каше варятся в голове. Этих людей уже не исправить. И хорошо, что они пожилые. Хорошо, что молодежь не такая. Ихнее время прошло. Так, в случае, если власть... Так, планируете ли вернуться на родину в случае, если власть в России сменится и угрозы вашей безопасности не будет? Не то, что планирую, а обязательно вернусь. Обязательно вернусь, как только час X настанет, как только сменится режим, я обязательно вернусь в Республику Башкортостан, потому что это моя родина. Я собираюсь там дальше жить в ней. Следующий вопрос. Кто вам ближе, мусульманин не башкир, татарин, турок, араб или башкир не мусульманин, атеист? Для меня и мусульмане ближе, близки, и башкиры близки. Конечно, башкиры мусульмане и башкиры не мусульмане, естественно, для меня ближе. Все-таки я башкир, я люблю свой народ. Я башкирский националист, я этого не скрываю.
но ко всем другим нациям всегда относился хорошо. Еще раз говорю, что националист и нацист — это вообще совершенно две разные вещи, абсолютно. Два разных понятия. Поэтому тут не надо думать, что националисты — это те, которые угнетают другие народы. Нет, абсолютно. Националисты — это люди, которые хорошо относятся к другим народам, уважают другую культуру, язык, традиции. Кстати, вот Турция — это построено на турецком национализме. Там нормально относятся ко всем людям. Корея, Южная Корея построена на южнокорейском национализме. Так что нормально. Так, в случае, если власть в России сменится и в Башкортостане будет проведен референдум о выходе из состава России, и большинство проголосует против, примете ли вы это? В каком направлении продолжите вашу деятельность? Естественно, если народ в большинстве своем проголосует против, то придется принять, потому что у нас, еще раз говорю, это демократия, демократическая система. Споткнется еще раз, в следующий раз проголосует так, как надо. Споткнется о своей ошибке. Так, под постами Хабирова и ХК Салат Юлаев какой-то... Так, это ладно. Так, ну вроде бы вопросы закончились. Если есть еще вопросы, у нас осталось еще 10 минут. Свои вопросы задавайте. Постараюсь ответить на них. О себе хочу сказать, что у меня здесь все хорошо. Как я сказал уже, я жду, уже в ближайшее время должен решиться вопрос по поводу предоставления мне политического убежища. В Литве, кроме вас, есть башкорты? Есть, здесь живет племянник Рашида Шакура, нашего поэта башкирского, Марат Шакуров. С ним мы часто встречаемся, общаемся. Очень начитанный, очень мудрый человек. Вот. Поддерживает меня, за что я ему очень благодарен. Кстати, именно вот он, у него я нашел книгу Заки Валиди «Воспоминания», которую не Юлдашбаев выпустил, а Фионова, такая московский историк, она перевела Заки Валиди. То есть мы здесь сделали с Марат Агаем Шакуровым, отсканировали, и в формате PDF я выложил у себя на страницах. Он у меня есть, можете посмотреть, ВКонтакте, в Фейсбуке на моей странице, и в Телеграме я здесь тоже выкладывал. Так что, если что, вы можете там найти. Когда следующий стрим? Следующий стрим Алла Берге постараюсь провести на следующей неделе в воскресенье. У меня были тут небольшие, скажем так, дела, и я не мог провести прошлое воскресенье. Какова будет роль Заки Валиди в новой Башкирской республике? Заки Валиди — это наш национальный герой, который, я считаю, что абсолютно на одном уровне находится с Салаватом Юлаевым. Это человек, который вместе со своей командой основали ту республику, в которой мы сейчас живем. И, естественно, он займет достойное место в республике Башкортостан. Обязательно будет стоять ему памятник в республике Башкортостан. Все обвинения, вот эти шовинистические, которые сейчас на него пытаются наложить, все они будут сняты. Будет проведено полное расследование, показано о том, о жизни Заки Валиди, кто он был на самом деле, что он из себя представлял. Потому что реально никаких у него связей ни с фашистской Германией, ни с чем не было. Вот. Это был, еще раз говорю, самая главная и основная его заслуга в том, что он основал эту республику вместе со своими сподвижниками. И за это мы ему благодарны. И за это мы ему благодарны, и за это ему будет стоять памятник. Так, и, естественно, уже и к детям, к его будет уважительное отношение. Не так, как сейчас сегодняшнее правительство Республики Башкортостан
относится к памяти Заки Валиди, к его детям. Так, как вам Алдар Исикеев и Кинзяр Асланов? Этот большой вопрос, к сожалению, мы его не успеем на него ответить. Вот. Так, я, наверное, на этом все, наверное. На этом буду заканчивать. Очень рад был всех видеть. Спасибо большое за вопросы. Следующий стрим будет обязательно. Задавайте еще вопросы. Постараюсь на них ответить. Хау болығыз, hürmetli милләттәштәр. Осрашаңа тиклем. До скорых встреч.